Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе на связи. 3 июня. Плюс 25, плюс 26 сегодня. Вечерний заезд. Едем в Феодосию на набережную пить кофеек. Вот. Сегодня ветрено. Ветрено, но тепло. Не так, как, конечно, в Москве на вот днях плюс 33, плюс 32. Но все равно тепло. Вот. Так что погнали на Феодосию. Налегке выехал без рюкзака. Вообще налегке. В шортах, в футболке и в джерси. В одной футболке вечер прохладно выезжать. Потому что скорость, да. Скоростя. Вот такой ветер на скорости дует. Не прям уж жаркий. Погнали в горы. Погнали. Крутим. Забыл переключиться. Тащим. Не сдаваться. А не, это так, фигня. Такой небольшой подъемчик.
дороге горной. Так, а фары здесь можно выключить уже. Фары выключаем, прячем в сумочку и едем дальше. Что там, люди едут на машинах потихоньку уже в Крым. Правда, еще не надолго, потому что еще холодно, море еще не прогрелось. Так приезжают на 2-3 дня и дальше едут там в Алушту, в Ялту тоже на 2 дня, 3 дня. И потом домой, а потом опять приезжают. Ну это да, у кого есть возможность. А есть, которые ждут специально. Отпуск ждут, когда начнется. И приедут на дней 10, 14, там 12. У всех по-разному. Море сегодня поспокойнее, чем вчера было. О, лошадки, ничего себе. Что это они тут ходят? Лошадки. Ну а одна, кстати, да. Больше не вижу лошадок. Люди на машине приехали к берегу. О, еще одна лошадка. Лошадка. Прикольно. Лошадки. Эх вы мои лошадки. Эх вы мои, ох, понасирали здесь лошадки эти. Лошадки, блин. Ох и лошадки. Ух ты, щелкает. Лошадки
насирали, мины поставляли, блин. Фух, хорошо. Тепло. Сейчас на подъемах согреемся, а потом будет свежо-свежо. Сейчас поправить надо колонку. Ой. Ты смотри. Ладно, погнали. Погнали в горы дальше. Лето, третий день лета. Лето пролетит и не заметишь, что оно пролетит быстро. Да, пролетит только так. Сегодня тоже третье, а было первое недавно. Да, пролетает капитально. Особенно я вот заметил, если постоянно весь день в какой-то суете, работа, дела всякие, там все это, куда-то поехать там, да, вообще время просто пролетает. Только успевай кайфовать, наслаждаться моментами. Моменто моро. А чё, так и есть. Только успевай ловить моменты. Фух. Тут цикады эти, капец. Сверчки, цикады, что оно тут журчит. Капец. Так. Оп. Что там? Никого? Джип-туры, вы где? Вы где потерялись, джип-тури? Да, мне кажется, они все теперь будут объезжать. Но могут подняться наверх, вот туда вот, остановиться, туристы выйдут, пофоткаются, сядут и потом поедут назад к трассе. И потом по трассе будут спускаться на Орджоникидзе, и потом с Орджоникидзе там будут подниматься дальше в лес, в горы.
А вот интересно, как они там ездят. Сколько я вот смотрю уже, если там же, ну, нельзя вообще машинами ездить по горам. Пешком только, на велосипеде и мотоцикл, а машина вообще там запрещена. Они чисто так ездят или у них какой-то есть с кем-то договорняк? Не, ну на самом деле, сколько я там ездил лет уже, сколько на велосипеде там езжу по тем местам, 2-4 лет 5, да, уже. Вот, и как бы я никого не видел, ни какого-нибудь там егеря там или какого-нибудь лесника, который типа: эй, стой, стой, типа здесь нельзя ездить, давай штраф тебе сейчас напишу. Таблички некоторые стоят, что нельзя ездить на велосипеде, там, мотоцикле. Вот, но чтоб именно кто-то там ходил, ездил, смотрел, ни разу никого не видел. Ну и камер, естественно, там нигде нету. То есть как и что оно там, непонятно. Фух. Вот и начинается основной подъем. А время 18:37. Так, ну погнали дальше. Сегодня хотел в курортное поехать, но не успел. По времени не успел. У цикады как запели. Ты смотри. О, у меня шнурок развязался. Короче, в курортное не успел я. Время уже там было до курортного чуть больше ехать, чем до Феодосии. Где-то часика, наверное, ну час 100%. Вот. Где-то, наверное, час 15, вот так вот. Ну так, не спеша, никуда не лететь. Вот. Где-то на полчаса, наверное, все-таки дольше, чем Феодосия. Ну и плюс там в курортное приезжаешь, там можно подняться в горы. А в горы пока поднимешься, пока спустишься, время тоже, ну то есть да. В курортное я сегодня хотел поехать, но отменил. Думаю, поеду в Феодосию опять. Да, тут если выезжаешь в 5 часов, где-то в 5:30, то тут особо выбора нету. Либо вот в Феодосию ехать, либо в курортное. Сейчас шнурок надо завязать. Вот, либо ну на тропу этого грина тоже никак, потому что тропа грина это пока ты туда, пока назад, это да, это надо выезжать где-то в 4:30, в 4, в 4:30, чтобы не спеша, да, там туда-сюда, потом где-то на обратном пути там кофе заехать, посидеть
попить. Там есть место такое, антилопы, там парк антилоп. Там на территории у них экскурсии. Это в районе, получается, Старого Крыма. Ну, в тех местах. Вот. Там у них на территории всякие старые машины, автобусы, всякие там такие прикольные инсталляции. Там на территории у них кафешечка работает летом. Вот. И потом на звездопаде воспоминаний. Тоже там где-то база планеристов. И там на этой территории кафешечка с видом таким офигенным на города, на засохшее озеро. Вот. Но туда ехать, да, ну вот именно на тропу Грина, где-то в одну сторону, только надо часа 2. Вот, и назад 2. То есть 4 часа, как бы, так, не спеша. Вот. Ну, я давненько уже на тропе Грина не был. Последний раз в мае я ездил с Саней с Тюмени. Вдвоем ездили, и все. Уже, наверное, сколько прошло уже? Месяц. Короче, сегодня узнал, что компания SDEC, которая вот это посылки получает, принимает, отправляет, ее, короче, какие-то атаковали хакеры. Ихнюю систему там что-то взломали или что, и у них произошел сбой. А мне в это время посылку отправили. Вот. Ну, вроде как посылка пришла, надо завтра ехать. Вот. Эти колодки мне с Авито там паренек отправил с деком. Вот. А это сегодня я заказал смазку для цепи и эту. И покрышку заднюю. Блин, камень кто-то положил. Кто тут ложит камни? Интересно мне знать. Вот. Короче, решил заказать все-таки на заднюю. Big Betty не смог найти швальба. Решил заказать Magic Maria. Мягкая Мария. Я ее так называю. Ну, посмотрим, придет, поставлю. Вроде как прям особо разницы нету. Ну, Big Betty чуть вроде как получше, кто-то рассказывает назад. Так, сейчас, секунду. Вот, чуть получше Big Betty, если вот ставить, то мягкую Марию наперед, а Big Betty назад. Вот. Короче, как-то так. Фух. Фух. Затащили. А тут пройдемся пешком. И, короче, да, поставлю назад тоже Magic Maria
29 на 2,6. Максимальный размер 29 колеса. 2,6 ширина. Ну, сейчас посмотрим, что у меня там. Ну, как бы еще есть зацеп, но такой уже не прям уж нормальный. Надо уже будет, наверное, или в этом месяце, или в начале июля ставить, менять. Тут не разъедешься так. Ой. Трава заросла капитально. Погнали. На подъем. Делаем ставки. Заедем или буксанем. Не заедем. Или перекидка будет выделываться. Фух. Оп. Пока едем. Фух, да. Получается, все есть у меня сейчас. Чтоб если что, менять. Покрышка, цеп, кассета, задний переключатель. Все новенькое есть. Трава это. Красота, ляпота. Погнали дальше. Что-то я так оделся по-летнему, а что-то никак не прям жарко так. Ну, хоть джерси пододел, блин. Посмотрим. Фух. Джерси пододел, да, не в одной футболке. В одной футболке вообще холодно сейчас. Вечером еще. Ну да, что там, если днем 26, то вечером 20, около 20-22 там. Прохладненько, а ты ж на скорости едешь, ты ж не в машине, в тепленькой едешь, а ты едешь со скоростью на байке, на электрическом байке. Здесь, кроме меня, вообще никто не ездит. Бывает, пацаны там с Феодосии поднимаются сюда наверх. Но очень вообще редко кого можно встретить. Или это я так часто катаюсь, или это так кто-то редко сюда поднимается.
вот по этой дороге джип-туры спускались, откуда я вот приехал. К Эллингам спускались, а теперь все, им перекопали здесь. Теперь тут только можно проехать на велосипеде, квадроцикле и мотоцикле. На машине уже хер проедешь. Ну, как-то так, да. Свеженько, так свеженько. О, собака бегает. Ага. Вон кто-то едет на квадроцикле. А, мотоцикле. На мотоцикле. Ну, погнали, погнали. Без защиты, ребята. В принципе, я тоже езжу без защиты. Но просто на мотоцикле куда опасней, чем на велосипеде. Скорость тут другая. Что там велосипед с мотоциклом не сравнить. Всегда надо в защите. Тем более ты ж на мотоцикле педали не крутишь, ты газ даешь. И все, там надо по-любому одевать защиту. Это вот на велосипеде неудобно ездить в защите. Спускаться только, да. А ездить в защите. Только если спускаться, можно там на коленники одеть, на локотники. Но это если ты прям летишь за кем-то там, куда-то там спешишь или какие-то соревнования. А если осторожно, аккуратно, не спеша никуда там не лететь, то как бы можно обойтись, конечно, без защиты. Но у меня есть, да, наколенники и этот черепаха вся. Вперед, зад, локти там, плечи. Ну, в принципе, ее можно сейчас одевать, но когда будет жарко, там просто в ней как бы не очень. Кто-то на машине он приехал, стал, наверное, пофоткаться. Вот. Можно сейчас одевать, в принципе, черепаху. Но в июле, в августе уже точно в ней будет жарковато. Девчонки фотографируются. Фотосессии. Фотосессии.
Фотосессии у девчонок. Смотри, сегодня встретил здесь на мотоцикле, на машине. Ну да, что, лето началось, все, сейчас все ездят, гуляют по всяким местам, катаются, фотографируются. Да. Весной: люди, вы где? Ау! Да. А как только потеплело, все на улице. Ну а чё, да, погода в кайф. Весной тут так себе. Свежо весной. А мне лично все равно вообще. Я на велосипеде катаюсь и осенью, и зимой, и весной. Ну, в общем, круглый год. Просто теплее одеваюсь, да и все. Только, конечно, так не люблю я эти одежки. Ну а что делаешь? Времена года разные. Тепло, холодно. Ну, кстати, ну, конечно, вот зимой, конечно, так себе вот, вообще. И ездить меньше по всяким местам, километраж меньше, замерзаешь, блин. Фигово. От самых фигово это, конечно, зимой, да, на велосипеде. Надо на велосипеде больше ездить на машине. Ходить в зал там. Такое. Так, сейчас мы сделаем фотографию здесь нашу любимую. Так, все. Погнали на спуск, уже 7. Нифига себе. Да, что-то я оделся сегодня не по летнему. Надо было, ну в штанах нет, надо было просто еще взять с собой какую-то легкую ветровочку. Я прям сегодня вообще налегке. Ну, думал, лето. Жарко, тепло. Не, оно так было тепло, в принципе, днем. А сейчас вот солнце сядет, будет не очень тепло, особенно если еще ветер не перестанет дуть. То будет, конечно, вообще придется включать тур режим и именно крутить. Тур режим. Да. Ух ты, тихо. Ветки. Вот в шортах, да. Если по лесу вот ездить, то, конечно, блин, цепляешься. Эти ноги вечно поцарапанные об ветки эти. Ну, а что сделаешь? Зато кайфово. Хорошо, когда есть лесок, такие дороги грунтовые, чтобы не по трассе все время ехать.
спускаемся в частный сектор. Почти спустились. Опа. Так, ну чё, погнали. Погнали дальше. О, не говори. Ничего не говори. Частный сектор Феодосия. Ух ты, яма. Собака лежит, отдыхает. Эта собака послушная. А есть собаки послушные, вороны летают. Ничего не говори. Не говори. Шелковица падает уже. Некому шелковицу собрать. Да, сейчас уже вишня. Не, вишни нет еще. Вроде черешня, да. Черешня. Персики частичные. Виноград еще нету. Винограда. Потом что там еще есть? Ягод еще нету. Ну да, еще как бы так. Рановато еще. А еще чуть-чуть надо. Да, ну клубника есть, да. Клубника есть. Матушка земля, матушка земля, матушка земля, матушка земля. Что там? Слева нету? Нету. Матушка земля. Вот и Феодосия. Так, а тут что? А, это вчерашний потоп. Помним, помним. Это что? Стал здесь на машине.
Матушка земля. Собаки. Фух. Матушка земля, матушка земля. Матушка земля. Танцуй вопреки, танцуй вопреки, танцуй вопреки, танцуй вопреки. Что они тут деревья отгородили? Да, сегодня ветрено тоже, как и вчера, в принципе. Сделаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дети гуляют в парке. Сколько там у нас время? Там 19:09. 19:10 даже. Уже 19:10 даже. Вау. Так, тут катаются на машинках, как всегда, и собаки. Вот собаки это так себе. Танцуй вопреки, танцуй вопреки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот такая обстановка здесь сегодня. Какое сегодня у нас? 3 июня. Электрокар. Электрокары ездят. Картины он уже торгует по полной. Тут еще мало людей.
катимся до самого конца. Собаки, собаки-барабаки. Что тут? Люди.